Армысыздар? Здравствуйте! Сөйле ТВ бағдарламасында бізбен бірге қазақ тілін үйренемін деген жандарға қош келдіңіздер деймін. Белгілі қоғам қайраткері, заңгер Нағашыбай Шайкенов ұлт дәстүрі заңнан биік деген екен. Традиции нации выше закона. Каждый, кто живет в Казахстане, наверняка доводилось слышать слово «асар». Древний казахский обычай «асар» в переводе на русский язык означает «всем миром». Главная цель этой традиции – помощь другому. Помогали всем миром, но первым делом, конечно, подключались родственники, а также те, кто живут рядом, то есть соседи. Не зря говорят «жақсы көрші туыстан жақын», хороший сосед ближе родни. Традиции и обычаи, связанные взаимопомощью. Асар – семья, у которой возникла необходимость выполнить какую-то спешную, подчас тяжелую работу, имеет право позвать в помощь родственников, друзей и соседей. По окончанию дела для помощников накрывается богатый стол. Жалу – традиция, связанная с оказанием материальной, моральной и финансовой помощи людям, пострадавшим в результате стихийных бедствий, пожаров, наводнений и так далее. Все сочувствующие, не только родственники, имеют право помочь пострадавшим. В качестве пожертвований могут выступить скот, стройматериалы, одежда, деньги. Бель-кутерер – традиция угощать пожилых людей. Для стариков готовятся вкусные, а самое главное мягкие блюда, такие как казы, жент, кымыз, эремшек и так далее. Как правило, данная обязанность возлагается на детей или близких родственников, реже соседей. Традиция бель-кутерек является примером заботы о пожилых людях. Жаңа сөздердің айтылуын тыңдаңыздар. Послушайте звучание новых слов. Кім, кто, не, что. Асар – көмек, помощь. Өзара көмек – взаимопомощь. Жылу – көршілер, соседи. Төтенше жағдай – стихийное бедствие. Өрт – пожар. Су тасқыны, наводнение. Қарамал, скот. Құрылыс материалдары, строительные материалы. Киім, одежда. Ақша, деньги. Бель-кутерер, құрмет, уважение. Қарттар, старики. Қарт адамдар, пожилые люди. Қазы, казы. Жент, халва. Қымыз, кумыс. Эремшек, творог. Көмектес септік, творительный падеж. Выражает, чем и каким средством совершается действие, а также указывает на то, что совершаемое действие имеет отношение к нескольким субъектам. Окончание мен, бен, пен отвечает на вопросы кіммен, немен, кем, с чем, с кем, с чем. Көршімен тату бол. Еліммен бірге дама. Әкем оразбен сөйлесті. Балалармен бірге ойнадық. Қарттармен кеңестік. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. До свидания.